Что-то у меня какие-то неполадки тут. Так, 19 число, 19 сентября 2024 года, 16 часов 24 минуты, уже 25 минут по Берлину, 17 часов 25 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Что-то они мне тут намутили, мне кажется, что я уже не знаю. Так, сегодня у нас очередной стрим в YouTube на канале Реалити и в TikTok Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «Банда Ходорковского. Возвращение к старым методам». Ну, мы, конечно, поговорим не только об этой банде, слишком много чести, много о ней говорить. Мы знали, кто они такие раньше. Ну, давайте об этом и многом другом поговорим. Напоминаю всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не ставьте лайков, не пишите комментариев, не распространяйте ссылку. Хотя у вас большинство, кто нас смотрит. Все остальные давайте, как обычно, Леон, вы все знаете. Итак. Как обычно, я хочу начать свой сегодняшний стрим с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как мы знаем, за каждый день выкладываются сводки о потерях русских террористов, напавших на Украину. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1130 террористов, 14 их танков уничтожено, 13 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 63 БПЛА, 55 автомобильной техники и цистерн. Слава Украине, слава ЗСУ. Алейк салам, гламур машвой. Сейчас, подождите, у меня почему-то здесь не могу никак включить. Сейчас я проверю, как у нас интернет все работает. Ну, все работает вроде бы. Алейк салам, машвойка. Так, я бы хотел рассказать о потерях, раз мы начали эту тему. Вчера я на чеченском языке говорил на эту тему, хотел бы и сегодня рассказать о потерях, о котором нам сообщает Wall Street Journal. По подсчетам издания Wall Street Journal, с момента начала широкомасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года понесенные в ходе войны суммарные потери убитыми и ранеными со стороны Украины и России превысили 1 миллион человек. Так, по данным издания, ссылающегося на конфиденциальные украинские правительственные данные, боевые потери Украины оцениваются в 80 тысяч военнослужащих убитыми и 400 тысяч ранеными. Потери России, пишет издание, ссылаясь на оценки западных спецслужб, в 200 тысяч убитыми и 400 тысяч ранеными. Сходную оценку российских потерь дает и британская военная разведка. Вот такие вот потери происходят на вот этом театре так называемом военных действий. И можно сказать, за 2,5 года войны потери русских оккупантов приблизительно как в Чеченской Республике Ичкерия. Как в Чеченской Республике Ичкерия. Ну, что сказать, большие это потери. Ну, с учетом того, что какое оружие выделяется, сколько украинская армия насчитывает, до 1 миллиона человек, и по сравнению весь наш народ составлял всего лишь 1 миллион человек, то это небольшие потери, и поэтому русские в принципе справляются с этим количеством убитых. 400 тысяч раненых, ну, приблизительно, я думаю, было
и во время... Я думаю, больше было раненых в русско-чеченской войне, 200 тысяч. Ну, там по разным оценкам русские сами признавали, что уничтожено 75-85 тысяч их соплеменников. А наши данные говорят где-то в среднем 150-200 тысяч. 150-180 тысяч, может быть. Вот такие вот были потери. Но у русских здесь раненых меньше, 400 тысяч. Хотя часто бывает 1 к 3, а здесь 1 к 2. На одного убитого приходится 2 раненых. Дело в том, что у русских, ну, во-первых, оружие, которое применяется, очень мощное. Поэтому выживаемость минимальная. В отличие от украинцев, в 2 раза больше выживаемость получается. Даже больше. У украинцев 1 к 5 получается, 1 погибший, 5 раненых. У русских 1 убитый, 2 раненых. То есть, ну, фактически, если бы эти 200 тысяч как-то русские спасали бы своих, то могли бы приблизительно до 80 тысяч опустить эту планку погибших. Но этого не произошло, как мы видим. А так, в принципе, можно сказать, потери сопоставимы, хотя в 2,5 раза у русских потерь больше, чем у украинцев. И больших чинов, генералов, в принципе, у нас тоже они потеряли, русские, очень много. Я не понимаю, почему вот столько оружия, столько 1 миллионная уже армия Украины, и почему вот так топчется на месте. Непонятно. Очень странно все это происходит. Вообще, эта война очень странная, я вам скажу. Внутри Украины, в Киеве орудуют СБУ, агентура КГБ, ФСБ. Абсолютно нагло, беспардонно себя ведут. Абсолютно хамски. На всех вот этих каналах, там разные все вот эти КГБшники, ФСБшники, от Киселева, Невзорова, там, Савастьянова, там, и 3-х, и 10-х, абсолютно спокойно общаются, спокойно там приглашают, там, Гордоны всякие разные, приглашают там еще одного КГБшника, потом другого КГБшника. Я не понимаю просто, ну, почему так происходит. Мне это сложно. Я долго, как бы, молчал об этом, я надеялся, что там есть американские, английские спецслужбы вместе с украинскими, которые будут вычищать, что у западных есть, ну, информация, методы и так далее. Но мы видим, что ничего не происходит. Ну, может, что-то происходит, нельзя сказать, конечно, что ничего не происходит. Но с учетом вот этого всего, все странно, все очень-очень как-то странно. И потом все обижаются, почему там оружие не дают, почему там это. Конечно, никто не даст оружие. Хорошо, хоть столько дали. Это там Подзалужного, там про подвоенных еще дают. И если СБУ поставить в известность, то любая операция провалится. Любая, которая проводится. Да? Поэтому, ну, очень странно все это. И вообще, я считаю, возвращаясь к этим 80 тысячам убитых украинских военных и 400 тысячам раненым, их много раненых, потому что их, видимо, спасают, потому что в этом смысле у Украины все налажено, что вывозить раненых, ну и украинцы, вы видели, как происходит, как идет супер русский воин, которого показывают по российскому телевидению и так далее. Вот он мимо проходит, там трупы лежат, он говорит: да, браток, там, да, я тебя. Ни там выкопать ямку, ни там что-то сделать, там прикрыть чем-то тело, вывести, даже о святости погибшего соратника, там вообще речи нет. Это супер воин их идет. А когда украинского воина, там, ну, во-первых, вытаскивают ценой своей жизни украинцы, там, своих, и раненые, и, может быть, трупы не так, но раненых точно. И когда везут тело уже погибшего, вы видели, как становятся на колени, на одно колено, и преклоняют колено перед погибшими. Ну, короче, отношение к человеческой жизни, конечно же, несопоставимо разное. Несопоставимо разное. Но все равно
потери большие, конечно же, потери большие. Но исходя из того, что потеряли чеченцы, например, да, здесь вообще не упоминается о мирных гражданах погибших, их тоже большое количество в Украине. К большому сожалению, почему-то эти цифры не учитываются. Такое впечатление, что эти войны бьются только за себя, а не за этих мирных людей, по факту. Поэтому очень странно. Но у нас, например, потери, наш президиум сообщает более 250 тысяч погибших. Это четверть от всего миллиона нашего. Среди них 42 тысячи. Русский гауляй Рамзан Кадыров сообщает 300 тысяч убитыми. Поэтому, ну, в принципе, цифры могут быть вот между этими цифрами. Странно, конечно, все это. И не знаю. И все дело в СБУ. СБУ, террористической банде ФСБ и СБУ, которая зазвала русскую армию. Русскую армию зазвала. Ну, да ладно. Я думаю, просто так все равно не оставят. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Я вас всех приветствую, друзья. Давайте я тут с ТикТока начну. Алейк салам, гламур, кама. Так, было уже, Машоль. Так. ОМТВ в каждом видео рекламирует хорошие русские, а про чеченцев ни слова. ОМТВ это давно уже мной замеченный, это СБУшный, КГБшный канал, который абсолютно антиукраинский, абсолютно с первых дней еще, не с 22 года, а с 14 года я наблюдаю за этим каналом. И они абсолютно, даже когда Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия оккупированной и геноцид над ними, они все равно продолжают нести вот эту свою чушь, что мы часть России, там, 3-10. Вот таким образом. Басаев боевик у них, бандит там, ну и так далее. Ну, все как русские любят, короче. И самое меня удивляет, что украинское общество не заступается за чеченцев. Вот представьте себе, ну не могут они этого не видеть. Не могут не видеть украинцы. И вот молчат, как в рот воду набрали. Как будто у них нет демократии, как будто они не видят то что творили над чеченцами. И сейчас вот то, что их пропаганда делает. Наоборот, там поддакивают. Ну, конечно, в Украине, как и в России, есть фабрика троллей. Я и по себе это ощущаю, и многие об этом другие люди говорили, я слышал, читал. Но все равно, ну, общество же есть, гражданское общество есть в Украине, оно же живо пока. Но нет, делают вид, как будто... Хотя, когда началась война, и когда им было плохо, и когда мы начали поддерживать украинцев, все писали: извините, что мы не знали, что над вами творили, 3-10. Начинается новый виток того, что творили, ведь когда тогда творили, это вместе с украинцами это творили. И все, и молчат опять. Даже те, кто извинялись за то, что тогда не знали, 3-10. А теперь вот видите, вот на украинцев напали не русские, а чеченцы. Они сперва так еще ласково, нежно пытались там кадыровцы, мудыровцы говорить. А вот сейчас уже открыто, уже чеченцы там 3-10. Ну, никто не говорит, что это россияне чеченской национальности, просто чеченцы. Вот такие вот. Украинцы уже на фронте заканчиваются. Даже само СБУ сделало доклад о потерях. Но, на мой взгляд, Сергей, я считаю, что СБУ это враг Украины. Враг Украины. Там, конечно же, как и в любой организации, есть, наверное, порядочные люди, без сомнения, и патриоты Украины. Но большая часть СБУ это КГБ УССР, которая до сих пор не вычищена. Люстрация не проведена. Архивы не рассекречены. Там ждут, пока война закончится, 3-10. Так она не закончится.
закончится она, пока все ВСУшники погибнут. Вот тогда она закончится. А СБУ потом, которая не на войне, а вокруг все вот это ошивается. Вот. Там, конечно, есть кто-то на войне. Не будем огульно всех называть, но по большей части так. И те, кто зазвал русских в эту Украину, это тоже СБУшники. Это те, кто новые дворяне, которые хотели стать хозяевами на украинской земле, чтобы передавать детям все непосильно награбленное. Непосильно награбленное. Ну да ладно, давайте дальше. Так, Ахмад Силас к нам зашел. На камеру становится на колено. Так. Слава Ичкері, героям слава. Спасибо, дякую. Хавер Маболт. Хавер Маболт. ОМ-ТВ, кстати, совковый еврей. Ну, может быть, там не имеет значения. Там очень много, кстати говоря, евреев, одесситских, там разных третьих, которые занимаются информационной пропагандой, которые работают на гибдю. Это ничего нового в этом нет. Все национальности прислуживали гибне и продолжают прислуживать, причем потомственно. Ахмад Силас на 70% состоит из русских пацанов, чтобы ты знал. Конечно, я знаю, Оля Кох, конечно, я знаю. Ну, там, я бы не сказал, что русские пацаны там разные есть национальности, и, конечно, много русских, да. Я с Украины никогда не считал чеченцев врагами, это пропаганда. Спасибо, Натали. Я тоже никогда не считал украинцев, даже несмотря на то, что было между нами, когда шел геноцид чеченского народа. Когда украинцы поддерживали государство, я имею в виду, не простые люди, а государство. Ну, тоже СБУ. Ничего удивительного, если они работают против Украины, почему им против чеченцев не поработать? Угоду своей вот этой... Вот это так напрашивается. На бан просто, я не знаю. Как детский сад. Заходят там. У нас в Украине очень много живут людей с Кавказа. И когда я выехала, моя подруга из Чечни осталась. Я знаю, украинцы, простые украинцы, это очень хорошие, добрые люди. Вообще без вопросов. Просто возникает ситуация, когда нужна реакция общества украинского. Ее нет. Но это объясняется тем, что ну давайте переключим внимание с Украины на чеченцев, на кого угодно. Ну мы же тут ради Украины стараемся, там, мы же ради туда-сюда. А на самом деле это же далеко идущий подвох. Украина сражается и очередной раз против империи, и за все это время, наконец-то, она бьет. Раньше тоже била. Но чтобы вот так било, чтобы вот полноценно армия на армию, чтобы не где-то там какие-то партизанские там движения там громили, а вот открыто, полноценно, не отдавая ни пяди своей земли, захватывая чужие территории, то есть агрессора, вражеские территории. Такого, ну, я не помню в истории. И когда Украина заходит в Курск, задерживает там сотни просто ФСБшников, пограничники это ФСБ, это гордость ФСБ. А это всегда было еще в советское время, КГБ, всегда границу охраняли, они там элита, все такое, ну как бы элита. Нам показывают троих российских чеченцев, чеченской национальности, троих этих. И ну это смешно, это откровенно, просто Украина бьет русское воинство, русская армия бежит, они ныкаются там по лесам, по полям, по разным посадкам, просто потому что боятся украинцев вступать с ними в бой. Морально украинцы их превосходят. И в этот момент показывают троих кадыровцев. Троих, ну, так называемых кадыровцев, потому что они не кадыровцы могут быть, там, они разные. Российские военнослужащие чеченской национальности. И нам показывают, что вот, смотрите, это же откровенно увод от того, что показать, что украинцы не побеждают русских.
Они чурок каких-то побеждают. Понимаете? Вот как это будет преподноситься в истории. А когда задерживаются ФСБшники, пограничники, массово сдаются, нет писать, сдалось 100 ФСБшников, 200 ФСБшников, ФСБ бежит, ФСБ сдается. Нет, об этом не говорят. А у меня закрадывается подозрение. Если бы там было бы 100-200 российских военнослужащих чеченской национальности, и эти военнослужащие, и среди них было бы 3 ФСБшника, и показывали бы чеченцев, россиян чеченской национальности, ну, это можно было бы как-то понять. И то я бы больше был склонен говорить о ФСБшниках, потому что против Украины войну развязала, ведет, вот продолжает вести ФСБ, а не россияне чеченской национальности. Но из сотен людей 3 всего лишь. Это и нам показывают, вот там задержаны, пойманы, третье, десятое. Причем каждый, кого ловят, абсолютно не агрессивный. Наоборот, слава Украине говорят, добровольно сдались, не оказывали сопротивления. Ну, что еще нужно? Если нужно показать, что чеченцы не сопротивляются, так покажите, все, молодцы, не сопротивляются. Поднимите планку вот этих пленных чеченцев, которые добровольно сдались. И все, и другие захотят сдаться. Ну нет, показывают там, ну просто это невероятно, это странная война. Странная война. Я многое умалчивал, замалчивал, потому что Украина своя, нельзя дать ей проиграть и так далее. Но то, что сейчас происходит, это просто уже ни в какие ворота не лезет просто. Так, ну да, давайте дальше тогда почитаем комментарии. Вы молодец, спасибо, Лилечка, спасибо. Я вас уважаю. СБУ мрази, но много вам помогали добровольцы из Украины. Данил, спасибо большое за поддержку. Я тоже с большим уважением и любовью отношусь к украинскому народу. Честное слово, я полюбил этот народ, вот потому что последние 10 лет своей жизни я потратил на то, чтобы бороться за его права, за то, что вы делаете. Еще больше даже 10, еще до того начала первой агрессии против вас. Я уже боролся за ваш право, еще будучи в Москве. И я знаю, и украинцы, 12-13 украинских добровольцев принимали участие. Это Сашко Белый, Беркут были ребята. И на них русские объявили охоту. Там большие деньги за них, за их головы позвали, ну, объявили. И там, ну, все охотились за ними. Да. Нужно было их вычислить, там, и разбомбить, и убить, и там все, что угодно с ними сделать. Были 2 погибших, по-моему, 1 девушка из них погибшая была. Ну, я могу ошибаться, но именно так было. 12-13 человек жили в доме у моего друга. Он сам воевавший, и они жили у него. И жили они потому, что Джохар Дудаев издал команду охранять этих людей, и потом их выпроводили из Чечни, чтобы с ними ничего не случилось, потому что это был бы репутационный ущерб нам, нашей стране, нашему сопротивлению, если бы бойцов там, на них охотились, они погибли. И они нужны были как ребята, которые за нас, настоящие за нас, по-настоящему, то есть за нас. Поэтому их вот так охраняли, ну, они в боях участвовали, но потом уже, когда уже конкретно на них охота была, их охраняли и потом потихоньку выпроводили их из Ичкерии, чтобы они не погибли. Но в Украине Сашко Белого, бывший министр внутренних дел Аваков, и тоже, я полагаю, КГБшник, убил его. И это преступление осталось, ну как, при задержании якобы убили сотрудники правоохранительных органов и так далее. Я не верю в это, я считаю, что его целенаправленно убили, потому что Сашко Белый был героем Чеченской республики Ичкерия, чеченского народа, у него высшие награды были чеченские, и он поддерживал, я полагаю, поддерживал связь
и вокруг него собрались бы и чеченцы, которые и живут в Украине, и те, кто добровольцы приехали бы. Ну и, соответственно, украинцы. И настоящий такой а, центр сопротивления был бы. Настоящий, не фейковый, не ненадежный, а самый надежный, самый настоящий. Именно поэтому вот его, вот таких, как он, людей зачистили. И я надеюсь, наше государство, если украинское даже простит, не простит вот это убийство. Не простит, да, Мула. Так. Украина потеряла Азовское море, еще и потеряет Черное, говорит. Но это даже не смешно, Теодор. Это даже не смешно. Вы из Черного моря вывели свои все корабли. Вы там потеряли уже самые свои крутые корабли. Причем у Украины даже нет флота. Это просто не смешно даже. Такую тупую пропаганду точно не на моем канале, понимаешь? Украина все вернет, просто еще не время. Дай бог. Украина показала, что можно с агрессорами бороться. А чеченцы настоящие всю жизнь были против России. Да? Да. Крым, ждем освобождения. Если вы в Крыму, Лилечка, то лучше вам так не писать, потому что все хуже и хуже на России. Народ Украины тоже не верит, что при задержании убили. Ну да, я помню это. Всем добрый вечер из Мариуполя. Добрый, Тати, Италия, добрый. Так. Ассаламу алейкум, алейкум, Алаш. По моим данным, 700 тысяч убитых, 500 тысяч раненых – это Россия. А что за данные? Это у тебя какой-то свой список есть? Ты имеешь прямой доступ там, к правительству Украины и там, к разведкам западных стран? Я не пойму. Почему они тогда тебя не спросили? Так, добрый вечер. Весь час дивлюсь вас. Добрый, вітаю вас, Ольга, вітаю. Так. Что у нас тут происходит? Шалом, Аслан. Все будет Ичкерия, Ам, Израиль, Хай, живее Беларусь, слава Украине, Боже, храни Америку. Аминь. Шалом, Ян. Живее Беларусь. Так, чеченцы убили Ингу в Москве. Так, Кавказ, ты идешь в бан, потому что ты провокатор, Дион. Где борода твоя? Какой ты чеченец, Дион? Я тайный агент. Приезжай, я тебе покажу. Так. Асам Ашволь. Жильно сидел с Джахаром, с Аядом, говорим мы братья, а потом переобулся. Да, там налаживались контакты через Жириновского, на российскую власть пытались налаживать, но Жирик оказался тем, кем есть. Мы в Украине уважаем чеченцев и отличаем кадыровцев и свободных чеченцев. Да, спасибо, Вольва, спасибо. Силовые структуры Украины антиукраинские. Их цель наживо и строить в благополучном западном мире себе дворцы. Светлана Гадзевич, вы знаете, да, они так всегда себя вели. Ну, на этот раз все, что у них на Западе, я вас уверяю, будет возвращено, конфисковано. Сейчас уже не получится получать от Америки, от Германии, от всего западного мира финансирование, поддержку. И работать против Украины и там на свой карман или в пользу России. Не получится. Сейчас все прозрачно, быстро все устанавливается. Кстати,
Посмотрим, как будет ситуация развиваться с бандой Ходорковского. Так, сегодняшний свой стрим, я уже, наверное, сказал, да, или забыл. Сегодняшний свой стрим я назвал «Банда Ходорковского. Возвращение к старым методам». Давайте об этом и многом другом поговорим. Так, украинцы много ликвидируют русских фашистов, отомстит и за Ичкерию. Дай бог, Вальцман, дай бог. ФСБ в первую очередь бегут. Слава Украине, героям слава. Так, слава Русне, слава ЗСУ. Ассаламу алейкум, слава Украине. Валейкум салам, героям слава. Так. Украинцы не простят ни русским, ни кадыровцам. Так, это все одно. Там нету кадыровцы, дагестанцы, буряты. Это все Российская империя. Это россияне. Русская армия. Это есть. ЦРУ опять в работе, говорит Галина. Так, что можешь сказать про Осечкина, если знаешь что? Ну, я так видео делал, там есть у меня на канале, YouTube-канале, можешь посмотреть. Отлично, когда тебя между собой грызут, нельзя их в России ни во что не ставят, говоришь. Откуда вы берете фейсботы? Тут и так месяц ждать, чтобы написать. Аслан, привет. Слава свободным людям. Вітаю тебя, Volvo Club. Вітаю. Дуже дякую. Аваков лезет в президенты Украину. Супер. Как раз, 100%. Гибнюк проверенный такой, да, матерый. И это его единственный шанс, единственная возможность уйти от ответственности. И я думаю, там Сашко Белый, это только вот то, что мне известно, и то, что на поверхности. Там, я думаю, столько вреда Украине нанесено, что мало не покажется. Ассаламу алейкум, свободный, и все будет Ичкерия. Валейкум салам, Шамин. Опоздал на полчаса. Ну да, немножко опоздал. Во время ВО украинцев погибло 7 миллионов. Построили главное... Да ладно, еще говорю. Украинцев 7 миллионов погибло, ну, русских ведь тоже погибло очень много. Ну, а вы и с немцами, и с американцами у себя Ульяновский, натовскую базу поставили. Вы какие-то такие однобокие. Я тут помню, тут не помню. Ваш Путин бегает то за Обамой, то за Трампом, то за Байденом. Руку пожать, там у туалета поймает его. Я поймаю и у туалета руку пожму. И вас сейчас вы вообще не рукопожатные. О чем вы говорите? Что вы несете вообще? Елки-палки. Какие же вы интересные. Так. Россиянцы не думали, что в эту игру можно играть вдвоем. Ох, не на тех они напали. Они нас еще припомнят. Лилечка, знаешь, как-то, ну, я не знаю, насколько я книгу саму не читал, есть такая выдержка, в интернете гуляет, что якобы это слова Джохара Дудаева, что он там говорит, не обижайте украинцев, они не настолько слабы, как вам может показаться. Обычно доброта, там, покладистость, за слабость некоторые воспринимают. Ну, это он не говорит, это я от себя добавляю. И он там пишет, и не обижайте, если вы обидите, то украинец вернется на ту землю, на которую его изгнали, и живые будут завидовать мертвым. Я вот это запомнил, что живые будут завидовать мертвым. Поэтому, конечно же,
не стоило обижать. Тем более вот так подло. Да? Но одно дело, я объявляю тебе войну, я там это, хочу набить тебе морду. Да? Встретились, подрались, набили морду, разошлись. Сняли нашивки, ну чисто по ГБшному, по сучьему, извините меня. Взяли, брат, ты мой Кондрат, там, я ж тебя люблю, мы же одна нация, один народ, мы же там без вас жить не можем. И нас нож в спину. Это самая большая подлость, которая только есть. Понимаете? Такое не прощается и не забывается. Такое не забывается никогда. Это еще дети, внуки будут припоминать. Это мы еще здесь живем в настоящее время. Мы еще это как бы понимаем, как-то мы через себя это пропускаем. У нас другие заботы, другие трагедии, другие потери. А наши дети и внуки, которые будут все это вспоминать, они будут вспоминать и удивляться этому вероломству. Мы не должны забыть это вероломство. Мы не должны дать отвлечь нас от этого вероломства. Ведь они против нас также начали. Они же всегда так себя ведут. Дело в том, что Вторую войну они взорвали своих русских. Представьте, Первую войну они сказали, что мы геноцидим русских, которые жили в нашей стране. И русские сами уже боялись и разбегались, потому что, ой, там ужас, что творится. А Вторую войну они взорвали свои же спящих, своих женщин, детей и стариков, сказали, что это сделали мы и напали на нас. И представьте, вот это все останется в истории. Чеченцы, молодежь будет вырастать, и она всю вот эту грязь, ложь, которую сверху, она ее будет отвергать, потому что чистые факты будут оставаться. Это тогда эмоции, в момент это все происходит, эмоции, там ложь, да, пропаганда, все это перемешивается. А потом со временем, правда-то, явилась истина, как сказано в Коране, и сгинула ложь, воистину ложь обречена на погибель. И каково будет нашим детям и молодежи, которая растет, вспоминать это, представьте, они взорвали какие-то варвары, какие-то нелюди. Хотя Путин нас называл животными, нелюдями, там, бешеными зверями нас называл, тех, кто взрывал дома. А сам он и взрывал дома, самое интересное. Понимаете? Это будет вспоминать. И точно так же украинские дети или украинская молодежь, которая сейчас все вспоминает, будет вспоминать, читать, смотреть и говорит, какое вероломство, какая подлость. Черноморский флот стоит в Крыму. Ну, полный зеленый просто, везде просто. У русских никто русских не обижает. Ни в коем случае. Крымских татар обижали, да, это факт. Крымских татар обижали. Потому что там больше всего было русской власти, поэтому и обижали крымских татар. Вот везде там, ну, конечно, от Киева все это шло. Но а в Киеве кто сидел? Куда делись президент Украины? Куда делся глава СБУ, МВД, министр обороны? Куда все это делись? В Россию все драпанули. И это все будет вспоминаться. Будет вспоминаться, как хорошие человечки, или как там, зеленые человечики купили в военторге какую-то там форму и так далее. Братья, там, такое вероломство. А знаете, что они сделали в 1944 году с нами, чеченцами? Они начало еще с 39-го, 30-го, мы все знаем эти репрессии, которые были, расстрелы, убийства, геноциды целых народов. Отправили на войну всех, кто мог держать оружие, как сейчас они гонят в Украину всех, кто находится в Чечне. И в итоге всех женщин, детей и стариков, когда уже фронт идет в Европе, все бегут, немцы отступают, там русские, советские, красные наступают, все нормально, второй фронт уже договорились, открыли, там англичане бьют, американцы помогают. Ну, короче, все идеально. И в этот момент нам говорят, никаких немцев на территории Чеченской Республики не было вообще. Ну, если не считать там Моздок, они бомбили, там находились там какие-то, говорят, немцы. А сейчас это осетинские земли, ну тогда это были наши земли. Видимо, тогда уже никто не вернулся, кто там проживал в Моздоке, там, из ингушского населения, из чеченского населения. И несмотря вот на то, что немцы не были там, не занимали, не оккупировали чеченскую землю, что фронт уже в Европе, там уже
все уже побеждает, ну уже понятно, дело времени. Вот как сейчас в Украине идет, дело времени просто. Рано или поздно русские потерпят поражение, это уже всем известный факт. Они берут всех наших, в каждый дом, все же мужчины у нас на фронте, в каждый дом они нам заселяют 2 солдат, 1 офицера, по 3 человека они нам заселяют. И говорят, мы готовимся к 23 февраля. До этого они проводят высылку, они тренируются, калмыков выселяют, там другие разные, крымских татар позже, по-моему, чем в феврале было. Ну, там разные народы, они там частично выселяют, тренируются. И затем к нам заселяют каждый дом по 2 солдата и по офицеру. И говорят, мы готовимся к 23 февраля, к Дню Победы, Дню там, вооруженных сил, там, Красной Армии и все такое. И каждая чеченская семья считает долгом затащить этого солдата, офицера к себе, чтобы их-то на фронте. И кормят как своих, там, им все лучшее. Там. Они так живут какое-то время, всех записывают, описывают, раз. И в один прекрасный день, 23 февраля, утром там, 4-5 утра всех поднимают и давай. Кого не могут с гор спустить, где-то в других местах, труднопроходимых местах, топят в озерах, сжигают в конюшнях, в колхозах, тогда же колхозы были, и так далее. Какое это вероломство просто. Представьте себе, своих граждан так называемых, которые воюют, их мужья, отцы, братья воюют на фронте, защищают эту фашистскую, эту гибню, эту красную заразу. Представьте, какой. Всегда они таким вероломством делают, поэтому никогда им верить нельзя. Потеряли они доверие. И давайте вот, раз мы начали говорить, вернемся к банде Ходорковского. Возвращение к старым методам, я назвал сегодняшний свой стрим. Мы знаем, кто такой Ходорковский. Я об этом писал тексты, я об этом говорил, кто такой Ходорковский. Но он умело маскировался, там весь такой жертва репрессий, отняли бизнес, отжали бизнес. А вы знаете, что есть такой Пичугин, начальник охраны, который сидит за убийство семьи из Тамбова. Пожизненный срок дали. Это мужа, жену он застрелил, там, убил, зарезал, там, убил. И таких трупов у этих комсомольцев, я убежден, целая гора просто этих трупов, которые они, вот делая супер крутую, супер современную, супер хорошую, или там, как она у них там, успешная и такая передовая компания ЮКОС. Да там труп на трупе просто, трупом погоняет. Спасибо, Иришка. И вот эти люди потом выпускаются, там, отсидел, весь такой пострадавший, 3-е, 10-е. И вот эти люди фактически приезжают сюда, разворачивают целую сеть информационную. Понимаете? Представьте себе Усама бен Ладен. Давайте возьмем какого-нибудь там, Усама бен Ладен уже далеко, и он вообще мелкая сошка по сравнению с КГБ, с этой системой. Кто там вот этот ИГИЛ сейчас возглавлял у них последний, как его звали, Багдади там какой-то, там 3-й, 10-й. Людоед страшный просто там, людей массово там убивал, просто там. Не так молишься, не так посмотрел, там нефть нужна, это нужно. Уничтожал людей направо-налево. Они открывают сюда, приезжают в Европу, открывают целую сеть, там одевают галстуки, там все такие модные, хорошие, разговаривают с нами там вежливо там, и так далее. Ну, вся идет пропаганда террористической деятельности. Хитрая такая, многовековая, ну, вековая, скажем так, многовековая, я надеюсь, не будет она никогда. И вот эта система действует. Вот посмотрите, как все завизжали просто. Все вот эти любители Ходорковского, любители Невзлина и всех других вот этих. Потому что это финансировали они. И мы увидим, как сейчас много информационное вот это пространство, информационное русское вот это, связанное с деньгами Ходора и так далее, она сойдет на нет. Потому что за идею там никто не пашет. Они пашут только за деньги. Представьте себе, открыли сеть, там, она везде у них раскрыла, у них
там много разных там медиа, каналы, третье, десятое и так далее, и так далее. И тут оказывается бедный Волков, который занимает своей деятельностью, принадлежит к другому клану, тоже из этой же темы. Там, и в итоге избивают его, нападают. Причем Невзлин просит пожестче его оторвать, чтобы инвалидом. Представьте, какой злоба в человеке, какой он злой, да? Позвоночник сломаете, чтобы калекой был инвалид. Представьте, какая... Это думаете в первый раз этот человек такое делает? Это садисты. Им нужно было внушить страх. Более того, нужно было Волкова не просто там убить. Просто убить конкурента. Ну, убрали. Ничего, ну, что Волков? Особо Волков много там дел не делает. Хотя парень, я полагаю, принципиальный, раз решили именно им заняться. Не каким-нибудь там потомственным Ждановым, да, а именно Волковым. И нужно было вывести Волкова. Причем вывозить Волкова должны были на катере, это пограничники, передать ФСБ, чтобы привезли Волкова в Россию. Он извинялся, плакал, просил пощады, третье, десятое. И это полное разрушение ФБК, вот этих навальнят, которые, в принципе, особо от имперцев не отличаются. Юлия Навальная недавно заявила, что империя должна сохраниться. И тогда, да и все они там особо не спешат империю распускать, даже не то, что распускать, давать права народам. Они не спешат. Об этом даже заявить они об этом не спешат. Но это уже другая история. И вот эти людоеды из банды Ходорковского, ну вот такими вот делами занимаются. Но они не учли одно. Не учли одно. То, что здесь правоохранительная система очень хорошо работает. Фактически все можно уже раскрыть. Фактически можно любое преступление, имеет свои транзакции финансовые, даже если наличным передаются, даже если это делается при помощи биткоинов, всегда остаются где-то свидетели, где-то следы какие-то оставляются. И все это выявляется. Плюс, бандюги, приезжать из России, там, спецов вызывать, опасно. На Россию подумают. Ну, как с этим Красиковым, который здесь убил чеченцев в Берлине. Нанимать бандюгов местных, это такой контингент, что он бандит, у него, он может быть тупой. Обычно бандиты, они не все бывают очень умные, если они не управляются спецслужбами. Вот такая вот ситуация. И сейчас банда Ходорковского полностью разоблачена. И знаете, я очень часто Христа Грозева за его дезинформацию кое-какую, на мой взгляд, которую он вбрасывал, его здесь не жаловал, скажем так, у себя на канале. Но нужно сказать, на этот раз Христо Грозев провел отличную работу. И вся команда Навального провела отличную работу. Более того, даже российские оппозиционеры, так называемые, которые на стороне гибни, вот этой Ходорковщины, такие как Геннадий Гудков, фактически признали то, что за этим нападением на Волкова стоит Невзлин. Да. Знаете, хоть он и клянет, резко заявляет, что нет, ни в коем случае Ходорковский, Невзлин, если он это совершил, значит, он сошел с ума. Это вот они типа не отказываются, но говорят, если он совершил, значит, он сошел с ума, 3-10. И Геннадий Гудков фактически признался, что он верит, что за покушением на Волкова стоит Невзлин. И как он это сделал? Он говорит, что за 50 лет разведки на территории России английская разведка никогда не имела провалов. Ее реальных шпионов никогда не ловили. Вот такая вот супер крутая английская разведка. С чем, в принципе, можно согласиться. Это наверное, это самая крутая разведка в мире. И он говорит, были задержаны тогда
ну, в каком-то году, несколько лет назад, при Путине это было, лет, наверное, 15, может, это назад было. Задержанный был английский шпион, для того, чтобы, ну, и для того, чтобы не придавать шума, огласки этой ситуации, ну, якобы там как-то проучить англичан, задержали, ну, чтобы не придавать огласки, Путин, видимо, там свои там вась-вась порешал и отпустил, передал англичанам вот этого разведчика. Фактически он тем самым дает понять, что типа он говорит, что они говорят, я не думал, что это там как-то они связаны с английской разведкой, это они говорят. Я не знаю, с кем связаны, ФБК, там, Навальнята и так далее. Но они говорят, что центровой человек, который все это расследовал, это Христо Грозев, и якобы они все связаны с английской разведкой. И он говорит, что ведь тогда же мы отдали, говорит, англичанина. Типа, ну Невзлина что же можно теперь без шума так? Не раздували, говорит Гудков. Это он у Яковенко это рассказал. Обратите внимание, послушайте. Он прямо об этом говорит, что фактически он признает, что за этим стоит Невзлин, что он верит в это, по крайней мере. Ну, как и я, в принципе. Я верю, что... Ну, в принципе, расследование я читал, но я не нашел изъянов. В принципе, нужно признать, что Христо Грозев, хоть он там на чеченцев наводит напраслину, хороший профессиональный расследователь. Может тоже работать на КГБ, может на английскую разведку, может на инопланетян. Я этого не знаю. Ну, я знаю, что неплохо было вот это, и другие некоторые были расследования, неплохо проведены, и они, в принципе, всегда были такие четкие. И сейчас все полный расклад, и я жду суда над Невзлиным, и я очень надеюсь, что Ходор не уйдет от ответственности, потому что я убежден, что Ходор все знает. Дело ведь не в том, что там Невзлин что-то в первый раз, что-то там, какой-то эксцесс произошел, он что-то сделал. Нет, это банда, самая настоящая банда преступников. Ходорковский просто самый настоящий бандит из 90-х годов. И ничего не изменилось. Это убийцы, садисты, это просто людоеды самые настоящие. Абсолютно так. Кстати говоря, Курочкины, Руслан Кутаев, это все одна вот российская банда, это людоеды. Вот мне прислали видео, сидит российский деятель Руслан Кутаев и говорит, что отрезать надо кому-то язык, не знаю, может обо мне речь, но имена они не называют, поэтому не буду говорить про себя. Если про меня, конечно же, с удовольствием встречусь и посмотрю, как ты это сделаешь. Ну, если обо мне речь. Поэтому пока не конкретно обо мне не буду. Сидит и говорит, нужно отрезать язык и яйца. Извиняюсь, конечно, за такие подробности. Это такие демократы современные. Это такие же людоеды, которые сейчас у власти во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, Кадыров. Они все время и отрезали то, что он говорит. Потому что это российская оккупация, русские террористы зашли по всей республике, установили концлагеря, и Руслан Кутаев, и все остальные, они всем этим занимались. Отрезали, убивали, головы срезали, все делали. И сейчас якобы демократы, там, Курочкины, Мурочкины, и этот сидит и рассказывает, что там кому-то язык отрежут и еще кое-что отрежут. Ну вот посмотрите на это людей. Они думают, во-первых, если речь обо мне, то если что, я знаю, к кому обращаться, с кого возвращать свою кровь, во-первых. И все мои соратники, и все мои родственники тоже пускай это знают. А во-вторых, ну, я не удивлен. Это вот такие людоеды, Ходор, Невзлин, это все одна банда. Понимаете? Одна самая настоящая террористическая банда. Они сделают все. Нету ничего, что они не сделают. Взорвать дом с людьми, взорвать автобус, убить ребенка, расчленить там ребенка, разрезать живот беременной женщине. Это все, это их методы. Всегда они так делали и всегда. И вот эти хотят прийти к власти. Понимаете, они ничем не лучше Путина, там, Кадырова и других. Это то же самое.
та же фашистская, та же русская, российская бандармия. ФСБ это или кто другие. Вот такие вот деятели сидят открыто, занимаются здесь открыто. Невероятно просто. Просто невероятно. Ну, как-то так. Так, давайте. У них нет ничего святого. Конечно, нет. Самые настоящие людоеды. И самое главное, это трусы самые настоящие. Не может быть смелый человек, благородный человек таким жестоким. Таким жестоким не может, только такие трусливые ублюдки могут это делать. Без роду и племени. Только вот такие люди это могут делать. Понимаете? Вот с кем мы имеем дело. О чем мы вам всем трубили. О чем вам всем говорил Джохар Дудаев, когда он говорил, вы нам предлагаете жить, ну, Чечня часть России, там 3-10, когда и Запад все говорили, вы нам предлагаете стать, жить, войти в клетку и жить медведем, с медведем. Вот с этим диким зверем, с людоедом нам предлагают жить. Понимаете, продолжают до сих пор нам рассказывать, да, вы с ними там нормально будет. Да мы не сможем с ними жить. Понимаете? Они нас вырезали, они пролили реки крови. Мы не сможем жить ни с хадарятами, ни с кутарятами, ни с кем мы не сможем жить с этими людьми. По этим людям плачет камера. Хорошая, комфортабельная. Как-то так. Асна, расскажи, что у него в Рашке случилось. Так как я понял, жарко стало. Так, спасибо, Иришка, за подарок. Шляпа крутая. Асна, расскажи, что у него в Рашке случилось. Так как я понял, жарко стало. Ну да, сейчас, ну смотрите, сейчас я вернусь к этой теме. Сейчас это тоже нужно будет обсудить. Потом. Хочу, салам всем свободным людям, салам, хочу добавить сказано, украинцы, у вас на 89% СМИ, и не только, это агентура фашистской Российской Федерации. И все эти агенты настраивают наше общество США против Украины. Абсолютно, Эд Мамедов, абсолютно так. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот таких вот людоедов пригрели. Вот таким вот людоедам дают слово. Понимаете? Вот какая ситуация. Ну, а в целом, давайте посмотрим, какие события разворачиваются на России, на Курщине. Дело в том, вот мне тут Ичкерия Форева напомнил, события, которые произошли в Тверской области, город Торопец. Архивзрывы на архискладе боеприпасов. Страшная паника. Дело в том, что до этого я убежден, у меня нет этому доказательств, есть одно видео, которое, ну, может быть, это не то видео, которое реально там снято, а в другом месте, там разные сейчас мне тут бросили информацию, КГБшники, там провокаторы обычно так делают, и чтобы запутать, поэтому я сейчас навожу точные справки, но на мой взгляд, очень хорошо замаскированный, укрепленный склад с боеприпасами не мог пробить дрон. Понимаете? Не мог. Дрон может там танк пробить, там броню такую-то, дрон может там, я не знаю, стену какую-то там пробить. Но, ну, я не знаю, может 50 дронов, 10 дронов один за одним в одну точку. Ну, там украинцы, в принципе, парни и девушки очень такие смекалистые, может, и это придумали. Но мне кажется, что по Торопцу нанесен удар теми самыми ракетами, за которыми Путин снова, такой стесняясь, переминаясь с ноги на ногу, заявил о том, что это новый уровень там войны, если же там нападет там
этими ракетами, то это объявление войны НАТО там, и так далее, и так далее. Ну, короче, как обычно, вся эта белиберда и бравада пустая. Ну и бравады не было. В принципе, он не сказал, что он ничего ответим. Он так сказал, что если это будет новый этап, там третий этап, 10-й этап. По Кремлю уже дрон залетел, там сколько уже заводов нефтяных уничтожено. Ну просто все, территория так называемой Российской Федерации уже оккупирована. Я не говорю про там Запорожье, что они там еще там они в себе включили, что даже не включили. И все равно ничего не произошло. Там Америка помогает, Англия помогает, это НАТО против них воюет и так далее, и так далее. А в итоге ничего, ну, что может, он и так делает. Путин, Россия делают все, что могут. Ядерного удара, ну, это вот последний, когда его, там, он уже поймет, что вот тогда он может даже у себя на территории взорвать. Сказать, вот это по нам американцы ударили, там, или украинцы ударили и так далее. Короче говоря, был очень мощный взрыв, мощнейший, просто как атомный взрыв это все, просто невероятно. Просто вот как раз передо мной сейчас этот кадры, я смотрю. И я думаю, что, ну, скажем так, дай бог не последний, дай бог не последний. Как-то так, друзья. Кто тебя слушает, говорит. Ну вот ты слушаешь. Машвор, Муслим. Так. Давайте посмотрим комментарии. Все правильно, говорит Иришка. Иришка, спасибо. Ради ядерного взрыва не будет, она просто не сработает. Ну, как сказать, ядерная грязная бомба, там все, что, ну, ее же можно и так подорвать. Да нет, так-то что-то сделать они могут. Так, друзья, я тут смотрю очень много комментариев. Я, извините, сейчас этих троллятину чуть-чуть ограничу. Слишком много. В Украине было и есть центральное управление КГБ. И каждый 10-й в Украине был и есть завербован КГБ. Пока Украина не очистит эту раковую опухоль, к сожалению, все может надолго затянуться. И ваши СМИ работают на фашистскую Российскую Федерацию. Говорит, это, к большому сожалению, это так. Истинный предатель мусульман, говорит. Ну, давайте тогда вернемся к мусульманам. Вернемся к мусульманам, друзья. Дело в том, что сейчас уже, конечно, цифра, она уже увеличилась. Ам Израиль Хай, начнем с этого. У 1000 членов Хизбалла, это шиитские мусульмане, массово взорвались пейджеры. В результате массового взрыва пейджеров у террористов из Хизбаллах по всему Ливану пострадало там уже до 4, я сейчас читаю еще вчерашнюю, до 4000 убитых, раненых до 4000. К сожалению, есть погибшая девочка, как сообщается, подросток. И, по-моему, 15, если не ошибаюсь, или там уже больше, погибло членов террористической организации Хизбалла.
Организация возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала ответить. В Ливане массово взорвались пейджеры, которым пользовались бойцы террористической организации Хизбалла. 17 сентября об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана. Сообщается, что в числе погибших были 2 бойца. Один из сын одного из лидеров Хизбаллы. Одним из пострадавших стал посол Ирана в Бейруте, сообщило иранское агентство ФАС. По словам 3 анонимных источников агентства Reuters, все взорвавшиеся пейджеры были последней модели, а радикальное исламистское движение начало использовать их в течение последних нескольких месяцев. Ам Израиль Хай. Не может просто такого просто в голове уместиться. В фантастическом фильме такой сюжет не придумаешь. Вы что творите просто, евреи, израильтяне, вы что творите? Это просто невероятно. Точечно именно по тем, кто представляет для них угрозу. Ну, а потом вы нам рассказываете, да, разные сказки, да. Вот это так, возвращаясь к разным врагам мусульман, там, 3-е, 10-е. Вот такие вот движения, да, творятся. Я смотрю, ты расстроился, да? Так, дальше еще тоже важная весть, которую тоже нужно сообщить, и чтобы мы знали. И я оставил ссылку на YouTube-канале у себя, и поэтому я вас прошу, вы можете все это прочитать. И в Фейсбуке у меня есть, и на YouTube-канале есть. По поводу правозащитников из Мемориала. Я зачитаю небольшую выдержку из этого, чтобы мы тоже понимали, кто такие правозащитники. Потому что нам рассказывают. Тут нужно отметить, забегая вперед, нужно отметить, что в Мемориал, правозащитном центре Мемориал работали люди, которые на самом деле честно и искренне выполняли свои обязанности по оказанию, по защите прав людей в Чеченской Республике, Ичкерия. Но главари этой, по-другому я их назвать не могу, Олег Орлов и Александр Черкасов в очень неприглядном виде себя продемонстрируют. И давайте я вам расскажу, так как это важно знать и не обманываться. Расклад о пособниках геноцида чеченского народа, маскировавшихся под правозащитников Олеге Орлове и Александре Черкасове из правозащитного центра «Мемориал». Аят Идигов комментирует там их доклад, и вот выдержка. Я только вам немножко Аят Идигова зачитаю. Аят Идигов. Российский правозащитный центр «Мемориал» как прикрытие Кремлю агрессии против Чеченской Республики Ичкерия. Руководство так называемого правозащитного центра «Мемориал», не гнушаясь тем, что деятельность во вред чеченского народа в русско-чеченских отношениях в ходе противостояния войны с 1994 года с имперской властью Кремля имеет негативный характер, все еще продолжает оставаться верным помощником в рамках политической ориентации имперского Кремля. Для того, чтобы убедиться в сказанном, нужно малое. Возьмем, к примеру, этот доклад и посмотрим, о чем в нем говорится. Первое, начнем с того, что правозащитный центр «Мемориал» называет агрессию Кремля против чеченского народа и его государства военными действиями в Чечне, делая ложный посыл остальному миру, что якобы в Чеченской Республике Ичкерия идет внутренняя гражданская мафиозная война. Правозащитный центр «Мемориал» банду убийц и садистов на территории Чеченской Республики Ичкерия называет федеральными силами, вместо того, чтобы называть их агрессорами, желая этим подчеркнуть, что якобы они, эти российские банды, наводят порядок на всей территории в Чечении. Все это показывает нам политическую, ориентированную руководство и членов
политическую ориентированность руководства и членов правозащитного центра «Мемориал». В целом, они поддерживают агрессию Кремля против Чеченской республики Ичкерия. Они против свободы чеченского народа. Они об этом прямо говорят даже открыто. Я был свидетелем того, как в 2000 году на одной из их встреч в Брюсселе член делегации «Мемориал» сетовал на то, что за такую их полезную деятельность им почему-то не предоставляют льготы и не поощряют власть Кремля. Очевидно, что они пристрастны в деле, потому что должны служить честно. В таком случае действие выпадает из правозащитной плоскости. При этом отдадим то должное некоторым из них, защита некоторого числа людей в этом противостоянии в войне, что сделали и делают члены этой прокремлевской организации. Всегда в любой организации найдутся порядочные люди, действующие от сердца, так и тут. Несмотря на это, будет преступно в отношении справедливости и потомков чеченского народа, если не отметить тот огромный вред, который наносит эта организация как внутри Чечении и особенно на международной арене. В 2001 году в Швейцарии, в местечке Ко, проходили так называемые секретные, в кавычках, русско-чеченские переговоры, где в российской делегации был Олег Орлов, один из авторов этого доклада и руководитель «Мемориала». И это не дело, конечно, правозащитников, но факт остается фактом. И это бы ничего, если бы он не был одним из тех, кто участвовал в незаконном сговоре двух сторон против чеченской государственности о подведении территории Чеченской республики Ичкерия под Российскую Федерацию. С чеченской стороны этот преступный маневр осуществлял Ильяс Ахмадов, министр иностранных дел Чеченской республики Ичкерия. И все они тогда блокировали срыв точное место своего пребывания, присутствия на этих переговорах части членов чеченской делегации, в том числе и моего. Деятельность руководства «Мемориал» политизирована, направлена против борьбы чеченского народа за деоккупацию своей страны и его свободы. Аят Идигов. Я оставил ссылку, чтобы мы знали. Я тоже обманывался, я знаю, что «Мемориал» очень много собирал информации, много полезной было информации. Но в целом, как здесь говорит Аят, для потомков, чтобы мы знали, чтобы мы не делали разных там Олегов Орловых, Александров Черкасовых героями чеченского народа, которые спасали чеченский народ. Хотя в «Мемориале», как здесь указано верно, были люди, которые реально делали свою работу и делали ее по-настоящему. Но в целом этот «Мемориал» нанес больше нам вреда, то есть он Западу преподносил, что мы бандиты, что мы сепаратисты, как сейчас это делают сюжеты в настоящее время, сюжеты есть, про взрывы домов рассказывают, Басаев боевик, сепаратисты мы, ну все русские ФСБшные нарративы. Ну если мы, вот такие вот вещи происходят. Поэтому это нужно знать, не буду сейчас углубляться в другие вещи, просто нужно это знать и запомните, что вот «Мемориал» принимал участие непосредственно по легализации военных преступных действий против чеченского народа. Это мы все должны запомнить, чеченцы, чтобы знали, на всякий случай, чтобы потом не было, что мы за вас то рубахи рвали, там, мы за вас там это делали. Нужно знать, нужно знать. Как-то так, Леон. Давайте дальше, друзья. Дякую вам, Аслан. Дякую, Дмитрий Коваль. Дякую. Эти украинские СМИ постоянно высказывают негативно про нашего кандидата Трампа. Украинцы, поймите, сторонники Трампа это около 65% населения США. И они видят, как ваши СМИ негативно говорят. Да, кстати, я думаю, что было бы правильно. Ну, знаешь, оправдание
вот этой позиции могу сказать, что Байдена, вот, Трампа представляют, как будто он агент. Понимаешь, вот эти все средства массовой пропаганды в Украине, которые есть, русскоязычные, я в основном их смотрю, они представляют Трампа, как будто он Путина агент. Ну и, конечно же, кто за Путина, тот враг любого украинца. Вот на этом они играют. Ну, манипуляция. Манипуляция, обман. И как нам думать, гражданам США, мы вам помогаем, вы про нас такое несете. И народ может потребовать сенаторов перестать помогать вам, что и добиваются агенты фашистской Российской Федерации через ваши СМИ Украины. Да, именно так это. Так. Горизон общался с одним чеченцем, и он за Палестину. Почему он так ненавидит евреев? Горизон, знаете, вот только что вот сейчас я рассказываю про Трампа, то, что в Украине происходит. Так вот, смотрите, украинцы – это свободное общество. И те провокаторы и пропагандисты, которые у них там вещают, вот эти все пропагандисты, они ровным счетом вещают только на свободных людей. Чеченцы же находятся под такой пятой пропагандой, что очень сложно многим донести, объяснить. Потому что это не сейчас произошло. На протяжении десятилетий идет пропаганда, что войну против чеченцев развязали евреи. Понимаете, приводятся фамилии, там Березовские, Ходорковские, там разные третьи, десятые, которые там реально принимали участие и реально что-то делали. И затем рассказывается, это только то, что касается чеченцев, чтобы, во-первых, сразу же ненависть к евреям объявить, чтобы сразу возбудить в человеке ненависть к евреям. Затем рассказывают, что арабы – это наши братья-мусульмане, и их, это арабская пропаганда уже вещает, что они там сражаются там за веру, за Бога, там третье, десятое, а евреи выносятся фетвы исламские, КГБшные исламские, которые говорят, что вот евреи являются по Корану, хотя в Коране этого близко нет. Близко нет. И рассказывают, что евреи там такое, сякое, третье, десятое. И полностью мы попали в заложники. Вы можете понять? Полностью весь мир, в том числе и вы, евреи, оставили нас один на один. Хотя вначале Дудаев говорил, что вы за нас заступались. И там голосование у вас было 50 на 50. Поддержать Ичкерию, не поддержать, третье, десятое. Но Израиль заявлял, один из первых, самый первый заявлял о том, что выводить войска из Чечни, там, третье, десятое, была поддержка. Но затем вы скатились к тому, что вы у себя КГБшную мечеть имени Кадырова, это ФСБшная мечеть, он агент ФСБ, построили мечеть, и фактически вы поставили большую жирную точку в этом вопросе. И вот я пытаюсь объяснить, я его не оправдываю, я сам с ними борюсь, я сам им постоянно разъясняю, пытаюсь доказывать. С некоторыми просто невозможно разговаривать, потому что они меня евреем называют, поэтому я за евреев, хотя это не так, и все это знают. Но вот такая вот ситуация. Идет большая работа против евреев. Просто колоссальная работа. Вы даже не представляете, в WhatsApp любой чих, любая вещь, евреи, и видосы раскидываются. Причем эти видосы на хорошем русском языке сделаны, отличного такого качества и так далее. И все это воспринимается за чистую монету. Вот я один из первых, кто вот сел и начал на этой теме разговаривать и говорить. И вы не представляете, моих дома родственников пытают, возбуждают уголовные дела, меня пытаются убить, дискредитируют, пачкают. Это только лишь за то, что я говорю правду. Только лишь за то, что я говорю правду. В том числе и про евреев я говорю правду.
и меня объявляют врагом мусульман, я там самый главный там враг мусульман. Оказывается, не Путин, не Кадыров, который убивает чеченцев. Я, оказывается, враг который, всех мусульман мира, всей галактики и всего остального и так далее. Также я хочу сказать, евреи очень много говорят на мусульманскую тему. Вместо того, чтобы своими двоюродными братьями у вас конфликт, по факту, если так глубоко в историю уйти, ну, они прикрываются исламом. Они рассказывают, что Алякса мечеть, там, 3-10. Хотя, ну, там много можно говорить этих вещей, что в Коране Алякса не указано, а мусульманам распространяют информацию, что в Коране указано про Алякса. А как может быть в Коране указано Алякса быть, если, когда появлялся ислам, нигде в мире не было мечетей? То она появиться могла только лишь после того, как Коран был ниспослан. Ну, это такая большая такая история, которую тоже они, ну, вот как зомби, которые не слышат, которые... Но я пытаюсь им объяснять. И вот эти террористы, которые совершили геноцид евреев 7 октября и ранее, и которые отказывают в праве евреям иметь свое государство и хотят всех уничтожить и так далее. Вот эти вещи, ну, доходят до чеченцев очень много. Вот кого вы, моих подписчиков, видите, ну, практически все уже согласны с моей позицией, с честной, с правильной позицией. Не потому, что это евреи, а потому, что за справедливость, за честность, за правду. И очень много продолжается в Турции, например. В Турции есть разные там деятели, которые навредили чеченцам так, как ни одному еврею они не навредили. Вот Кавказ-центр. Абсолютно антисемитский, русскоязычный, турецкое издание, специализирующееся на чеченской теме. Вот эти люди нанесли колоссальный вред чеченскому народу. Они собрали всех чеченцев из Европы и отправили в Сирию. При поддержке ГРУ, там, ФСБ, вместе с ними они вот эту волну поднимали. Давайте все Сирии. Чтобы здесь европейские власти были рады, потому что было много мужчин, мусульман с бородами и воинственно готовых там каким-то действиям. Быстро их собрали. А нужно было в Россию отправить, или в Ичкерию отправить, или сейчас в Украину помогать нужно. Это наши люди были. Это сделал Кавказ-центр. Вот сегодня антисемитский турецкое издание, специализирующееся на чеченской теме, русскоязычное. Вот они эту пропаганду вдалбливают. Есть еще каналы, которые сидят и нам рассказывают про евреев, там, что самое большое зло это евреи и так далее, и так далее. И вот таким вот образом турецкая разведка, которая вроде бы с Израилем в нормальных отношениях, как бы дипломатические отношения у вас с Турцией не прерваны, у Израиля, у Турции. Вроде бы все, оно болтает там, Эрдоган там разную чушь, когда ему выгодно где-то играть. Большой страшный лицемер Эрдоган. И ну, они проводят такую работу, вот находящиеся вот кавказцы, ну просто нельзя зайти. Вот здесь в Германии есть антисемиты. Просто сидят наглую, гонят на евреев за то, что там, ну что-то там. Просто выдумывают факты, выдумывают, что там это, третье, сидят, просто лепят, просто свое нутро, ненависть просто. Только лишь за то, что евреи. Поэтому есть такие, это всегда было, и я полагаю, останутся такие люди. Но мы делаем, чтобы их было максимально меньше, разъясняем. Но мой канал запрещают везде. Все вот странно, да? Радикальные исламисты, которые проживают в Турции, здесь, в Европе, их канал ни здесь, в Европе не гасит, YouTube их не гасит. Кстати говоря, еврея, Google, Сергея Брина и там всех других. Ну, везде все у них нормально, им деньги, им финансирование. А мы, демократы, мы боремся за права, мы боремся за справедливость, боремся против этой пропаганды. Просто в пух и прах нас тут давят со всех сторон. Россия нас не любит, Турция нас не любит, эти нас не любят. Ну, со всех сторон. Странно, да? Вроде бы нас должны были все поддерживать, нас должны были везде приглашать, с нами там это, 3-10. А евреи считают, ну все мусульмане.
Ну, во-первых, я тем евреям, которые там на всех мусульман гонят, хочу сказать, никому никогда не удавалось победить всю религию. Вот Бога, религию, веру человека победить не удавалось. И вам не удастся. Вам удалось создать эти религии, но их победить вам не удастся, потому что то, что сделала КГБ и Советский Союз с религиями, вы никогда на это даже не отважитесь. И все равно они не смогли это сделать. Они вырезали все, кого можно, и все равно книги есть, люди рождаются, люди умирают и верят в Бога и будут верить. И вот эти террористы, которые прикрываются, ваши двоюродные братья, так уколю вас немножко, которые прикрываясь исламом, прикрываясь Аль-Аксой, рассказывают сказки, они не от ислама говорят. Они это говорят, потому что им нужно прикрыться, им нужна поддержка, им нужна помощь. Понимаете? Таким образом, это лицемерные фашисты, самые настоящие, которые используют религию как для одурманивания вот этих своих адептов, так и для привлечения всего мира, как моральную поддержку, финансовую поддержку, политическую, информационную и так далее, и так далее. Им это удается. Им это удается. И в какой-то степени. Хотя последние события мы увидели, что все-таки не так все безоблачно у вот этих террористов, потому что арабский мир, в том числе и мусульманский мир в целом, не поддержал террористов Хамас, которые так вероломно убили безоружных людей, женщин, детей и вот это все. Поэтому, да, это большая проблема. Я работаю над этим, но я вот один, ну, у меня есть там товарищи, 3-10, ну, и на этом как бы ограничиваются наши возможности, наши и так далее. Ну, как-то так. Я надеюсь, я вам объяснил. Это большая проблема, с которой я борюсь. И я вам скажу, что меня тут и врагом объявляют, там, меня и там убить вот эти явно не грозятся. Ну, найдут какого-нибудь там. Потому что КГБ само не хочет меня убивать. Ну, не может прям так подойти, ГРУ, ФСБ. Но найти какого-нибудь сумасшедшего зомби, который сделает и потом скажет, ну он же был за евреев, там, он был против мусульман, нужно было его убить там и так далее. Бог сказал там убить там. Ну, к этому они, наверное, придут, если у них получится. Но по факту вот такая вот ситуация, уважаемые евреи. Хотя у меня много евреев здесь, мне много помогают, вот в информационном плане пишут, там финансы я ни от кого не получаю, чтобы так не спутали, что я сказал. А так, вот Эд Мамедов у нас еврей, Гарри Табах, очень мой хороший друг, он тоже еврей. Ну, вы всех знаете, кто здесь. Много мне пишут. Есть у нас и Женя тут, ну, много кто есть. И всем я благодарен, всем, честное слово, вам благодарен. Очень сильно. Вы делаете большое дело, парни. Вы мне нужны, очень нужны. И у нас девушки есть, и не евреи есть. Очень много, не чеченцев, я имею в виду, и не евреев. Как-то так. Так, Асан, я задал вопрос Аяду. Такой же вопрос я хочу задать тебе. Мы все видим, какие шаги делает КГБ. Гонения на Кавказе, особенно в Чечении. Чеченцев. Что ты им посоветуешь, живущим в оккупации? Ну, это, конечно же, вопрос интересный. Я бы посоветовал чеченцам, во-первых, скрывать свое нутро. Это я им советую всегда и говорю, ни в коем случае не раскрываться. Сейчас время смуты, очень тяжелое время, и оно только сейчас в этот водоворот событий мы сейчас входим. И это будет еще усиливаться, будут репрессии, будут расстрелы, будут мобилизация на войну, ну, короче, все это мы давно предсказываем. И это может быть, ну, произойти. И я бы сказал бы чеченцам, всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не раскрываться, не говорить. Даже если мы вас будем кадыровцами называть, даже если мы на вас ругаться здесь, сидя, здесь мы с Европы будем, вы должны, да, Ахмад Силас там и так далее. Вот я предложил вот такое время сейчас. Сейчас нас весь мир оставил, чеченцы,
Вы выживали, мы все выживали как могли, продолжаем выживать. И пока нужно, вот это я посоветовал. Первое, для их безопасности. Делать все, чтобы выжить. Все. Главная задача для чеченцев выжить. Во-вторых, я бы посоветовал бы, опять же, это исходя из того же, чтобы выжить, избегать любую возможность принять участие в войне. В войне против Украины, в войне внутри самой Чеченской Республики, потому что вас будут вооружать, там будут кадыровцев, против русских использовать внутри России. Ну, вот провокации мы сейчас видим, нагнетаются. Потом нагнетаются провокации против ингушей, против дагестанцев, и вот этих народов, которые есть. Да, в Дагестане и в Ингушетии есть люди, которые воевали против нас, были участниками геноцида чеченского народа, но по большей части и Дагестан, и братская Ингушетия, и братский Дагестан – это все наши братья. Все наши братья, это наши кавказские братья, вне зависимости от их национальности, от их вероисповедания, мы все кавказская нация, и мы братья. Одной культуры, одних взглядов, многие по многим вещам. Поэтому я бы попросил бы всех избежать любого участия в любых конфликтах. Вот, даже если нас оскорбляют, да, то если где-то нам кажется, а у нас есть много моментов, у всех они найдутся, где можно разозлиться, обидеться, там, проявить характер. Сейчас нужно не поддаваться на провокации, я посоветовал бы. Никак, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не принимать участие в обстоятельствах. Никак просто. Вот что бы я посоветовал бы. Выжить я посоветовал бы. Попробовать выжить. Как-то так. Тебя ждет судьба Хангашвили. Ты отправишься за Хангашвили. Ну, знаешь, Александр, во-первых, когда я начинал этот свой стрим, я думал, я больше года и так не проживу. Вот так было. Казалось, что все серьезно, там все печально и так далее. И я принял для себя решение, что я готов расстаться с жизнью. Да. Я не хочу сказать, что я там супер, там, желающий умереть, там, 3-10. Наоборот, я очень хочу жить, люблю жизнь. Но я готов расстаться с ней. Поэтому ты меня этим нисколько не удивил и ничего нового ты для меня не открыл. Если ты попытался меня запугать, то хорошенько задумайся, кому ты пишешь. Ты пишешь чеченцу, а мы ничего не боимся, понимаешь? Ничего. У нас родственники, которых вы берете в заложники, их пытаете, у меня больше не осталось родственников. Все от меня отказались, и я от них отказался. Поэтому ничего, ты меня этим не испугал, если так планировал меня испугать. Как-то так, да. Общался 1 час, так, это уже было. Трамп более чем на полгода задержал помощь Украине. Ведь это правда. Трамп у власти смеет. Нет, Татьяна Добровская, не так это. Не так это все. Не так. Не рассказывайте пропаганду. А как нам думать, гражданство, так, это уже было. А сам, пусть лучше твои враги сдохнут. Юзер абсолютно полностью с тобой согласен. Более того, я вот этим всем врагам говорю, вот они там что-то там мне грозят, там что-то сделать и так далее. Я понимаю, вы хотите испугать. Но вы задумайтесь, что вы должны сделать, если мы не испугаемся, и ситуация изменится в корне на 180 градусов. Вы об этом думаете, понимаете? А мы все записываем, все фиксируем, понимаете? Поэтому вы не думаете, что мы испугаемся. Вы думаете, что вы будете делать, когда мы не испугаемся от вас, понимаете? Вот я что им советую. Поэтому будьте благоразумны, думайте. Вы-то хотите жить, а я уже смирился, я попрощался с жизнью. Так что ничего страшного. Да. Осталось, спасибо, что разъяснил. Пожалуйста, Андрей, всегда пожалуйста. В Курске есть ваши отряды, побольше туда пробивка нужна. Да? Ясно.
Так, ну мы еще полчаса будем в эфире. Друзья, пишите комментарии. Давайте активнее. Саня, задавай, это уже было. Самое большое. Сан, ты нам нужен живой. Я сам себе нужен живой. Я сам себе нужен живой. Поверь мне, они пожалеют, если они подумают. Он на Волкова было нападение. Вся сеть будет раскрыта, понимаете? Ведь у меня нет личных врагов. Я никому никогда не делал там плохого. Ну, может быть, делал плохое. Сейчас не буду вам врать и говорить, что я какой-то святой. Абсолютно не святой, самый стандартный чеченец. И плохое было, и хорошее было, всякое было. Ну, врагов я не нажил, смертельно врагов, там, кому-то я там что-то там убивал, грабил. Не было этого. И у меня есть враги моего народа, враги чеченского народа. Вот эти враги, они, конечно же, тоже не вольные, свободные люди. Это КГБшники, это ГРУшники, это люди, работающие на Россию. И они, да, лютой ненавистью меня ненавидят. Я их всю систему здесь скрыл. Я полностью разворотил их осиное гнездо. Прямо четко, как юрист, как умею, чеченец. Прямо называю вещи своими именами. Конкретно. Потому что раз я уже вышел на путь, я подумал, что я буду драконить. Там в политику играть, там где-то в дипломатию, где-то там ковырять. Раз я вышел и меня убьют, а я только так это представлял, когда начинал свою деятельность, то почему я буду себя ограничивать где-то что-то? Есть за Россию, значит, ты должен быть изобличен, а тебе должны все узнать. И вот я начал свою деятельность делать. И, конечно же, им это очень сильно не понравилось. И меня могут убить только российские спецслужбы. Меня убить, там, моих родственников убить, которые здесь, в Германии, проживают. Ну, в таком случае вся сеть, цепочка будет раскрываться. Как это произошло с Невзлиным, с Ходорковским, как это произошло с Хангашвили, про которого они тут говорят. И, конечно же, ну, они найдут, конечно, смертник, который посидеть там 15 лет в тюрьме готов, там, 3-10. Но сам факт, что сама цепочка будет разрушена, выявлена здесь, потому что вот они ж тут вокруг меня тут как эти пираньи ошиваются. И, ну, они вот этого боятся. Плюс еще есть еще кое-какие секреты, которые им будут сюрпризами, которые им очень не понравятся. И я сам, как бы, парень неробкого десятка, я думаю, что, ну, нужно из-под тишка меня взорвать, отравить ядом, там, выстрелить издалека. А так близко подойти, там, это будет, я думаю, очень проблематично и сложно. Хотя у них профессионалы есть. Пусть попробуют, пусть попробуют. То, что они попробуют, я не сомневаюсь. Ну, пусть попробует, посмотрим, чья возьмет ли он. А я буду идти до конца. И я думаю, им уже пора понять. Нет ничего опаснее недооцененного противника. Они немножко посчитали, что там ботаник, очкарик, там, 3-10, можно там как-то его там 3-10, ну вот. Посмотрим. Все нормально, друзья, все нормально. Ассаламу алейкум, Асаш. Валейк салам, Чернев. Валейк салам. Су-24, Дудаев, 96-й год. Russian монархист, русский монархист мне пишет. Дудаев он мне вспоминает. 3-10. Ну, Дудаев это один из 300 тысяч, кого вы убили. Поэтому ты этим меня не удивишь. Ну, как бы, ну и что, Дудаев, вы сколько убили? Вы за 4 века убили миллионы чеченцев. Я за эти миллионы вам предъявляю. Не только за убитых последних 300 тысяч наших граждан, в том числе и русских, которых вы наших убили. Я вам за всех предъявляю, понимаете? Я вам прямо в лицо, не просто я призываю мир провести суд над этими 300 тысячами. Я, во-первых, учу свою молодежь, разъясняю всем другим народам, которые меня понимают на русском языке. И таким вот, и вам лицо говорю, вот прямо открыто навсегда в истории, в YouTube это остается.
говорю о том, что вы бандиты и преступники, вы людоеды, понимаете, вы фашисты самые настоящие. И я это вам говорю и буду говорить. И это стоит очень многого, понимаешь? Это дорогого стоит. А все мы смертны. Сегодня я умру, завтра ты умрешь. И все будем там. Какая разница? Одессе, говорят, не дождетесь. Нет, не дождутся. Я думаю, конечно, Ян Маназон, загадывать нельзя, но я думаю, не дождутся они. Я проживу долгую жизнь и умру в старости. Ну, попытки у него есть, я постоянно об этом напоминаю, чтобы здесь, кстати говоря, немецкая полиция просто отвратительно относится тому, что к моей безопасности, к моей охране, чтобы тоже знали. Поэтому у вас открыты дороги, в любой момент приезжайте. Вы адрес мой знаете, вы все про меня знаете, этим террористами обращаюсь. Ну, что ж вы, давайте, Дион, давайте, самому уже надоело, да, ждать вас. Я за страховку, я застрахован, и я плачу каждый месяц, плачу страховку. Меня это уже конкретно напрягает платить там по 250, по 300 евро каждый месяц за страховку. Ну, хватит уже, да. Хватит, он... Нашему делу нужны деньги, Дион. Давайте быстрее, Дион. О, Мира говорит, кому ты нужен? А он здесь, Ян пишет, что им я нужен. Видишь, что-то у нас не склеивается, Мира. Ты говоришь, кому нужен, а здесь есть кому нужен. Кому вы обращаетесь? У меня идет стрим и в YouTube тоже. В TikTok идет и в YouTube. Я обращаюсь и туда, и туда. Такс. Их пугает то, что в Германии можно купить оружие и иметь его. О, я думаю, ну, во-первых, у меня нет оружия, а я его, ну, как бы... Здесь оружие, на самом деле, это такая большая проблема, иметь оружие. Фу, это просто вам правила, там, это невозможно иметь. Тем более иммигранту, который имеет политическое убежище, нет. У меня нет оружия, но у меня есть слово, острее любого меча, знаете, я убью вас словом. А какая разница? Разница в том, что кто-то попадет в ад, а кто-то попадет в рай. Да, совершенно верно. И я рассчитываю, ты не поверишь, я рассчитываю попасть именно в рай. Мы ждали 2000 лет. Я знаю, Ян, я знаю. И я восхищаюсь вашей историей и вашей силой, то, что вы смогли сделать. И мы, чеченцы, тоже сделаем. Я вам скажу, ну, конечно, не 2000 лет, но 400 лет проходить в огне на ноль почти. От 2 миллионов оставалось 120 тысяч в сражениях против фашистской России. И заново восстанавливались, опять уничтожали, опять заново восстанавливались и так далее. Поэтому... Как-то так, поэтому ничего, мы уже добились. Я знаю, что скоро мы будем свободными и независимыми. Я абсолютно в это верю, и я в это убежден. Просто-напросто. Я в этом просто убежден. И я полагаю, что именно Дональд Трамп, нам, знаете, этот мир, какой бы он там демократический, какой бы он продвинутый не был, мы все знаем, что это за мир. Здесь сила есть сила. Деньги есть деньги. Самые сильные – это западные страны. Самые из западных стран – это Англия и Великобритания. И вот, США и Великобритания. И я очень верю в это. Я пока не убежден, я просто очень верю, что Америка нас признает. Байден за эти свои 4 года нас не признал. Хотя именно при администрации Байдена, точнее при Блинкене, скажем так, внешние дела этого, кстати говоря, евреи по национальности, эти внешние дела занимается госсекретарь. И Верховная Рада признала нашу территорию оккупированной. Я не говорю, конечно, что это сделали по указке
американцев, но я хочу сказать, что если бы американцы и англичане были против, они бы этого не сделали, Верховная Рада, как мы понимаем. Они союзники близкие, там, 3-10 и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что в ближайшее время, следующий срок президента Трампа, Трамп признает Чеченскую республику Ичкерия. И вот важно, чтобы и такая страна, Англия, Америка, вот такие страны нас признали. И вот тогда все другие страны к нам потянутся. Потому что нас очень много кто любит на самом деле. При том, что вот про нас вот эту всю эту пургу террористы, фашисты, исламисты все придумали. И отчасти мы сами некоторые в это поверили. А так, по большому счету, нас любят и уважают. Мы нормальные, договороспособные, надежные, верные. Это у нас не отнять товарищи, друзья, союзники и так далее. Все об этом говорят, все всегда говорят. И мы это ценим сами в себе, это всегда вырабатываем. И для нас это внутри общества, это очень ценно быть верным, надежным и так далее. И русские это ценят. И тот же, просто с Дудаевым они не хотели договариваться, а вот с Кадыровым, вот они, да, хотели бы они иметь нас, друзей, но мы будем друзьями только США и Запада. Да, мула, так будет. Поэтому как-то так, я верю, что мы станем свободными, независимыми и самое главное для меня в моей жизни, чтобы преступление, которое совершила фашистская Россия в отношении наших граждан, всех национальностей и всех религий, понесли наказание. Просто мне нужно решение суда. Вот жизненная моя цель – это решение суда над этими преступниками. А там мы уже сами, международного суда, а там мы сами будем находить преступников. Вам ни о чем беспокоиться не надо, уважаемые западные партнеры. Мы всех найдем, все по закону, соблюдая международное гуманитарное право, все как положено. И будем судить. Находить и приводить приговор в исполнение. Дал мула. Дал мула. Так будет. Нужен, спасибо за правду. Спасибо, Дана. Дана. Спасибо. Всему свое время. Дал мула, Ян Маназон. Дай Бог. Как называется ваша страна? Говорит. Наша страна называется Чеченская республика Ичкерия. Понимаешь? Чеченская республика Ичкерия. Ты молодец, ты правильно умеешь выбирать друзей. Все будет Ичкерия. Только чисто по-еврейски сам себя похвалил, Ян. Ты тоже молодец, Ян. Хорошо ты себя похвалил. Классно. Ну, не как я прямо там, чеченцы правильные все такие. Это так раз. Да, умею. Знаешь, нам нужно быть на одной стороне. Нам нужно быть на одной стороне. Так просто должно быть по определению. Такс. Если Ичкерия получит независимость, что Рамзана выгонят в Россию? Ну, а почему Россия? Почему Россию он должен уехать? У нас будут комфортабельные тюрьмы, они там настроили их в большом количестве. Не надо нам Рамзана в Россию. Пусть сидит, как положено, бандиту, преступнику.
Но хотя, если он станет президентом России, ну, мы тогда позволим ему немножко поправить, чтобы чуть-чуть русские поняли. Хотя им понравится, они же как садисты, мазохисты. Может понравится, Сталина же любят, и этого полюбят. Ичкерия будет вільною, але только после перемоги Украины. Да, Дмитрий, да, совершенно верно, после победы Украины. Рамзан поедет в Дубай, да? Нет, Зод, он поедет не в Дубай, у него планы на Иорданию. Иорданию у него планы. Я полагаю, он свалит туда. Ну, попробует свалить. Да, я так шучу. Все нормально. Ты имеешь право, евреи имеют право на такие выражения, потому что заслуженно имеют право похвалить себя. Заслуживаете, молодцы. Так держать. Так. Кстати говоря, есть такой боец Мираб Двалишвили, который несколько дней назад выиграл чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Боец смешанного единоборства столкнулся на ринге с Шоном О'Мелли, обладатель пояса 23 года. Бой проходил в Лас-Вегасе, и по его итогу победа досталась Двалишвили. С чем я поздравляю всех кавказцев и, конечно же, грузин. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Мой вопрос, брат. У тебя, брат, канал закрыт или заблокирован РФ? Да, мой канал запрещен на территории фашистской России. И только во время стрима, и то, когда он вот вертикально, там, мы прорываемся на российскую территорию, и вы можете видеть, да, нас везде запрещают. Я сам объявлен экстремистом, моя организация правозащитная экстремистом, я сам объявлен иноагентом. Там против меня возбуждена куча дел, там, начиная, ну, от всего, заканчивая всем, короче. И да, мой канал давят по всем фронтам, постоянно тролли здесь, жалобы и так далее, и так далее. Боритесь, поборете, вам Бог помогает. Да, да, я знаю эти слова Шевченко. Дмитро, я знаю. Боремся, боремся, Дмитро, боремся. Боремся, когда весь мир отвернулся, когда весь мир Путина принимал здесь, в Мюнхене, в этой организация по безопасности, там у них называется. Сидел там, рассказывал, как он террористов мочит, приезжайте, мы вас там научим, третий, как бороться с террористами и так далее. Вы даже не представляете, как это обидно, как это неприятно, когда тебя истребляют просто как под корень тебя. И есть интернет, есть телевидение, есть информация, и никто тебя не слышит, и никому нет до тебя дела. И все твоего убийцу носят на руках, потому что у него нефть и газ. Это так неприятно. Столько вот геноцид шел, похищение, убийство. Я Москву вообще узнал по отделениям полиции и изоляторам, и по больницам. Больницы раненые привозят, болезни, ну, стрессы, убийства, избиения, ну все с чеченцами. И я в аэропорт, на вокзал, железнодорожный вокзал. А на вокзал как заводили, если вы даже не представляете. Было время, когда выводили с собаками, вот так стоят, вот как нацистские фильмы смотришь про нацистов, там как концлагеря ведут. Это в своей стране, якобы в своей стране ведут. И выводят людей с вокзала, с поезда. ОМОН все оцепляет, с собаками стоят, ну-ка, типа оружие, там наркотики они ищут. Кто поедет с оружием, с наркотиками на этом поезде? Вообще ума не приложить, там, может, другими способами как-то. И вот это все, ты все это видишь, как к тебе относятся, ты просто... Это невероятно, это было. И несмотря на это, ты знаешь, что русские сами взорвали свои дома, сами убили своих русских жителей и обвинили в этом нас.
ну, вопиющая несправедливость. И ты пролетаешь домой, в Ингушетии тогда самолет садился, в Магаз, аэропорт Магаз, и оттуда на такси или с кем-то тебя встречают, ты едешь домой, проезжаешь посты эти, там каждый 10 рублей, тогда 10, тым, по-чеченски тым это 10 рублей. Тым давай, вот так стоит. Он не смотрит, ему плевать, он стоит, тым собирает, короче. 10 рублей это, по-моему, было. И с человека, с машины, там отдельная цена, там 3-10, это просто, это тебя встречает освобожденная от террористов российская Чечня, вот такая была. И я помню, надпись стоит, это большой вот этот пост там у них один был, когда ты едешь из Ингушетии в Ичкерию. И там написано, терроризм это болезнь. И мы, донцы, мы вас вылечим. Их русский царь взорвал их женщин и детей. И мне так запала эта надпись. И мне вот это, то, что геноцид творят, убивают, это было не так неприятно, как увидеть это. Я думал, что за животные эти люди? Что это за люди вообще? Люди ли они вообще? Как можно называть нас террористами, когда их Путин взрывает их, они приходят, нас убивают, и они тем хотят подчеркнуть, что они вот нас уничтожают, убивают, что они вылечат. Вылечить той болезни, которой нет, невозможно. А вот фашизм, русизм – это порок, и он не лечится. И я очень надеюсь, что великая украинская армия выкопает 3 метра ямы, и весь этот русизм вместе с КГБ СССР закинет туда, и мы все вместе зальем это все бетоном. И поставим большой булыжник сверху, большой такой громадный булыжник. И напишем, здесь покоится самое большое зло на земле. И на этом я свой стрим заканчиваю. Модный доктор. Шалом. Все будет Ичкерия. Слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Ам Израиль Хай. Адикюэль Маш Оль. Всего хорошего. До свидания, друзья.